Бисмиллахи рахмани рахим. Альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Продолжаем уроки по книге Манхаджус Саликин шейха Абдурахмана Ас-Саади, алейхи рахматуллах. Мы остановились на главе о сосудах. На главе о сосудах. Сказал автор, алейхи рахматуллах: Бабуль анияти, глава о сосудах, то есть о посуде. Ваджами'уль авани мубахатун. И все сосуды являются дозволенными. Илля аният аль-захаби валь-фиддати ва ма фихи шей'ун минхума. Илля аль-ясир мин аль-фиддати лиль-хаджа. Кроме сосудов из золота, серебра и тех, в которых есть что-то из них, то есть из золота и серебра. Кроме небольшого количества серебра, если в этом есть нужда. Если в этом есть нужда, как сказал шейх Абдурахман Ас-Саади в другой книге, он сказал, использование золота и серебра имеет три метода. Первое — использование золота и серебра в сосудах и тому подобное. Это не дозволено как для мужчин, так и для женщин. Второй вид использования золота и серебра — это использование золота и серебра в одежде. Это дозволено для женщин, но запрещено для мужчин. Третий вид использования золота и серебра — это использование золота и серебра в военной одежде. То есть в одежде во время войны, военной одежде. И на военных оружиях, то есть меч, автомат и так далее. Это дозволено даже для мужчин. Это дозволено даже для мужчин. Так как ахкамы джихада, они отличаются от ахкамов, когда человек не на джихаде. Далее шейх говорит: «Ликаулихи саллаллаху алейхи вассалям», по причине слов посланника Аллаха алейхиссалату вассалям: «Ла ташрабу фи анияти захаби валь фиддати, ва ла та'кулу фи сихафиха, фа иннаха лахум фи дунья, ва лакум фи л-ахира». Муттафакун алейх. Так как посланник Аллаха алейхиссалату вассалям сказал: «Не пейте из сосудов из золота и серебра и не ешьте в блюдах из них, ибо они для них, то есть для неверующих в этой жизни, а для вас в следующей». Что касается сосудов, которые не относятся, если это не сосуды из золота и серебра, сосуды из дерева, сосуды из другого металла, сосуды из стекла и так далее, даже если это будут сосуды из другого драгоценного металла, помимо золота и серебра, то они дозволены. Они в основе дозволены, и использовать их дозволено. И довод на это слова Всевышнего Аллаху: «Хуаллади халяка лакум ма фил арди джамиа». Он, то есть Аллах, тот, кто сотворил для вас все, что на этой земле. И здесь довод из аята, что для вас это указывает на дозволенность. И основа в вещах — это дозволенность. Основа в поклонении, именно в поклонении, это недозволенность, кроме того, относительно дозволенности чего, законности чего пришел текст в Коране и Сунне. Поэтому основа в поклонениях — это аль-мана, недозволенность. Основа же в остальных вещах, будь то посуда, одежда и так далее, это аль-хиль, дозволенность, кроме того, что выводится из этой основы шариатскими текстами. Как посуда, изготовленная из серебра и золота, то есть недозволено есть и пить из этой посуды. То есть какой вид использования является запретным? Использование сосудов, изготовленных из золота и серебра, это именно принятие пищи, то есть есть и пить из этих сосудов. Потому что пришло в хадисе, что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ля ташрабу», что пророк алейхиссалату вассалям сказал: «Ля ташрабу фи анияти захаби валь фиддати, ва ля та'кулу фи сихафиха». Не пейте в сосудах, изготовленных из золота и серебра, и не ешьте в блюдцах, изготовленных из золота и серебра. Так как они, то есть неверующие, они наслаждаются, пользуются этими благами в этом мире, и они будут лишены этого в ахирате. Что же касается верующих, то Аллах приготовил посуду из золота и серебра для верующих в ахирате, чтобы они наслаждались этим в раю. И поэтому сосуды
В раю они будут из золота или серебра. Далее здесь возникает вопрос, дозволено ли использовать сосуды из золота или серебра в других вещах, то есть не для пищи, не для питья. То есть посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, запретил именно использовать посуду из золота и серебра именно для принятия пищи или для того, чтобы попить из них. И пророк, алейхиссалату вассалям, знал, что эти сосуды, они используются и для других целей. И посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, была дарована краткая содержательная речь. И если бы запрет распространялся бы на другое использование, то он непременно сказал бы «Ля тастамилю авания дзахаби валь филда». То есть не используйте сосуды из золота и серебра. И посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, запретил именно использование золота, то есть сосудов из золота и серебра для того, чтобы есть и пить из них. Что указывает на то, что в остальном использование посуды из золота и серебра основа в этом дозволенность. Основа в этом дозволенность. Это мнение некоторых ученых. И поэтому они сказали, сосуды из золота и серебра, если человек использует их для того, чтобы хранить там лекарства, деньги и так далее, то нет проблем в этом. И также это подтверждается тем, что Саляма, радийаллаху анха, у нее были бубенчики из серебра, в котором она хранила волосы посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, и посредством которых она исцелялась от болезней. И здесь стоит подчеркнуть то, что пророк, алейхиссалату вассалям, все части его тела являются мубарак, то есть благословенными. И поэтому исцеление посредством частей его тела и так далее, как это было с Али, радийаллаху анху, когда пророк, алейхиссалату вассалям, сказал «Ля райята гадан раджулян юхиббу Аллаха ва расулюху, ва юхиббуху Аллаху ва расулюху, юхиббу Аллаха ва расулюху, ва юхиббуху Аллаху ва расулюху». Я завтра непременно вручу знамя человеку, который любит Аллах и его посланника, который любит Аллах и его посланник. Яфтаху Аллаху аля ядайх. Аллах через него даст победу. И тогда люди, как пришло в хадисе, «Фабат ан-насу яхудуна лейлатахум айюхум ю'таха». И люди провели ночь в обсуждениях, кому же будет вручено это знамя. То есть каждый из них хотел, чтобы это знамя получил он. И когда они пришли утром к посланнику Аллаха, алейхиссалату вассалям, он спросил, где Али, и ему сказали, «Ху яштаки айнай», то есть он жалуется на боль в глазах, и затем пророк, алейхиссалату вассалям, послал за ним, его привели, и пророк, алейхиссалату вассалям, поплевал на его глаза и сделал дуа, то есть и исцелились его глаза, как будто и не было никакой болезни. И это указывает на то, что части тела пророка, алейхиссалату вассалям, или его плевок и его пот и так далее, посредством этого, это является благословенным. Все это является благословенным. Также, но есть другое мнение ученых, что они сказали, недозволено использовать посуду из золота и серебра для также других целей. Однако более верное мнение, что недозволено их использовать именно для того, чтобы есть из этих блюд и пить из этих блюд. Далее вопрос посуда, сосуды, которые используют неверные, они являются разрешенными или же являются запрещенными. Основа в этом дозволенность. Поэтому дозволено использовать их. Потому что посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, совершил омовение из воды, которая была в кувшине у женщины-язычницы. Однако, если человек знает, что неверующие, какая-то группа неверующих, среди которых он находится, они готовят в этих сосудах, в этой посуде, они готовят свинину, или что они в этой посуде хранят вино, то в таком случае основа в этом запретность. Поскольку основа в этом это наджаса. Если мы знаем, поэтому мы не кушаем в этих сосудах, пока не помоем их. И из богобоязненности это, что мы не кушали из этих сосудов, из этой посуды, которую неверующие используют, в то время как мы можем найти другую посуду, тем самым отдаляясь от того, чтобы иметь с неверующим какую-то связь. То есть какую-то связь,
какое-то отношение. Аллаху алям. И на этом закончим урок. Тафику хада ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.